так давно, в конце 90-х годов, на начало 2000-х, перерабатывающая отрасль Южной Осетии производила и обеспечивала население республики своей молочной и мясной продукцией, животноводство качественными комбикормами. Жизнь сама показывает. Настал момент, когда дальнейшее промедление в становлении агропромышленного комплекса собственной перерабатывающей отрасли недопустимо. Перерабатывающая отрасль, как кровеносные сосуды живого организма, является локомотивом всех отраслей агропромышленного комплекса. Добрый вечер, дорогие дети. С вами программа «Сельский час». Как вы догадываетесь сами, мы находимся на территории Цхинвальского мясокомбината «Ростов». Прежде чем начать беседу на интересующую нас тему с заведующим мясокомбината Тарасом Тарасовым, позвольте мне сказать небольшое вводное слово. Эта зима еще раз показала и доказала непростой, суровый и непредсказуемый характер бурской зимы. Единственная магистральная нить, связывающая нашу республику с внешним большим миром, за один только январь месяц перекрывалась дважды. На фоне состояния зимней трассы мы еще более явственно и во всем величии и значимости почувствовали значение государственной программы продовольственной безопасности. Основными пунктами продовольственной государственной безопасности, как вы сами знаете, являются хлеб. Затем идут мясо, мясные изделия, молоко, молочные изделия. Тарас, как вы смотрите на обеспечение нашей собственной государственной безопасности? Вот скажите свою точку зрения. Здравствуйте, добрый вечер. Хочу со своей стороны сказать, что, конечно, продовольственная безопасность – это очень важный вопрос, и без этого никак не обойдется ни одно государство. Мы как можем, я думаю, надеюсь, маленькую лепту в это внесли и вносим, и будем выносить со своей стороны, чтобы хотя бы республика, наше государство была в безопасности в плане обеспечения мясом и мясными продуктами, деликатесами. В этом плане мы стараемся. Естественно, эта дорога на нас тоже сказалась, без этого тоже не обошлось. Сопутствующие сырье и ингредиенты мы получаем с России, говядину мы получаем у местных потребителей, поэтому в этом плане нам, конечно, легче. Но так как привозное мясо тоже, мы тоже с этим столкнулись. Мы просто первый раз такое случилось, и обошлись тем, что сырья у нас было, а ингредиентов, то бишь, допустим, там оболочка или специи, их у нас, мы их как бы растянули очень сильно, но хватило вроде, обошлось. Поэтому этот момент очень важен, конечно. Тарас, вот вы сказали, сырье вы получаете как с территории России, так и местную живность. Да, местное сырье, мы в этом году говядину, мы используем в своих продуктах говядину и мясо птицы. Говядину исключительно получали только местное сырье. Местного населения, да. Может быть, многие этого не знают, многие еще думают, боятся к нам поставить сырье, но для этого элементарные вещи для этого нужны. Это ветсправка и анализ крови. Это делается очень быстро. Упрощенная система. Да, очень упрощенная, потому что мы в контакте работаем с сельхознадзором, и это делается очень быстро, не нужно никуда ехать. Сам ветврач приезжает к фермеру, берет анализ крови, дожидаемся день результатов, и, пожалуйста, на убой применяем скот. Расскажите коротко, опишите свои цеха. Какие у вас есть цеха? Мы сейчас находимся в цехе убоя. У нас 4 цеха. Это цех убоя, то бишь куда привозят скотину, где его забивают, где его разделывают на части, на 2 полутуши, можно на четвертины, по-разному. Вот. Здесь можно забивать как крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и свинину. Я думаю, все в курсе, что у нас АЧС в республике то бывает, то не бывает, и свинину нам запрещено
местную использовать. Поэтому у нас, мелкий рогатый скот мы тоже пока не забивали, мы его как-то не используем пока мы его в продукции, но в принципе... А это предусматривается? Да, предусматривается в будущем, естественно, Козы, овцы. овцы, и как полуфабрикаты, можем их использовать, и как бы услугу для населения тоже можем сделать как забой. Но в основном тут идет, естественно, крупный рогатый скот. Вот. Есть еще цех обвалки. Это после того, как забили скотину и на две полудуши разделили, это цех обвалки, то бишь мясо отделяют от кости и либо разделывают для магазина, как вот бывают грамотно разделанные куски мяса. Вот. Есть цех обвалки. После цеха обвалки у нас идет цех колбасный, где делается вся наша продукция. Это сосиски, сардельки, копчение, колбасы, деликатесная группа. Вот. И еще у нас цех есть варки и копчения. Понятно. Да. На данный момент времени мы находимся в убойном цехе. Более подробно скажите, пожалуйста, об этом убойном цехе и прием живности как происходит и как выдача. Вообще завод весь, не только этот цех, завод сделан, он современный завод, сделан по самым современным технологиям, сделан, можно сказать, с нуля полностью, с земляных работ. Он не на базе какого-то старого цеха, а он с нуля построен, все новое совершенно, издание и оборудование. Этот цех, он, можно сказать, может не полностью автоматический, но почти что полуавтоматический, потому что тут все процессы один за другим идут как в автомате. То бишь, начиная с забоя скотины и с разделки шкуры, все максимально автоматизировано, максимально безопасно для сотрудников все это сделано и максимально чисто и гигиенично в плане того, что тут всегда присутствует, мало того, что районный врач, есть всегда при забое присутствует ветеринарный врач свой. Всегда берутся анализы. То, что приходит скотина с анализами, это понятно, но внутри еще, если вдруг какие-то проблемы, дополнительно мы проводим свои анализы. Поэтому в этом плане тут все на высшем уровне. Я так поняла, что без особых каких-то затруднений скотина принимается на убой. Абсолютно. Любой человек может привести и физическое, и... Абсолютно. Даже в плане того, что мы можем услугу человеку оказать, не обязательно нам сдать. Вот ему надо забить. Да, просто забить. Просто забить. Одно дело ты дома забиваешь, другое дело, когда тебе эту забивают, эту чистят. Это же недорого обходится. Абсолютно недорого. Не дороже будет, чем в Владикавказе, это само собой. И более того, чистым человек получает себе мясо. Да. И он привез его и получил чистое мясо. Вот к твоему разговору я бы хотела спросить твое мнение. Вот мы с тобой говорили о продовольственной программе безопасности. Продовольственной безопасности. А как ты считаешь, что все-таки местная наша живность, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, все-таки у них мясо более чистое, конечно, без всяких этих других добавок и тому подобное. Но этому же тоже есть свое определение и своя цена и свое достоинство местного производителя. Местное мясо местного производителя ни в какое сравнение не входит, естественно, с привозным мясом, потому что тут у нас, можно сказать, альпийские луга, да, тут нет у нас никаких химикатов, нету никаких у нас химзаводов или что-то. У нас чистейшее все, у нас родники чистые, вода чистая. Что еще может быть? Это он чистую траву эту есть, поэтому лучше мяса, естественно, нету. И для нас, как производителей, это, конечно, идеально. Если бы фермеры еще активизировали сильнее, мы, как можем со своей стороны, будем помогать в этом направлении. Потому что если фермер будет знать, куда сдать скотину, я думаю, что для многих это проблема была раньше. Конечно. Куда сдать? Вот он может развести, а куда ему сдать это все? Да, вот. Не вывезешь же ты в Россию, тем более нельзя было вывозить. А сейчас есть завод, который может переработать это мясо и самому фермеру в виде мяса его вернуть, и потребителям в виде мяса. А как вы думаете, скажется это и на качестве той продукции, которую вы выпускаете, колбасную, сардельки и тому подобное? Однозначно, естественно, оно и сказывается в
В принципе, мы потому и стараемся местное мясо использовать. Мы что же можем привезти откуда-то? Мы один раз попробовали, мы привезли на самом деле. Но сравнив, мы поняли, что все-таки местное мясо намного лучше. Вкусное, более... качественное. И многие просто удивляются. Вот у нас еще одно исследование, я не сказал, что мы для своего продукта используем до 5 лет. И многие, зачем, а что делать со скотиной? Это насторожило как-то. Да, естественно. Но чтобы было понятно, что вкусную колбасу поесть, туда вкусное мясо положить. Есть свои критерии, технологии, и от этого мы никуда не уйдем. Поэтому вот такие требования. В любом случае, на убойный цех вы принимаете любого возраста. Чтобы люди как-то не осторожничали. Не, как, в смысле, любую скотину любого возраста как на переработку мяса, в смысле, самому фермеру или там владельцу этого животного, пожалуйста. А на переработку колбасу, естественно, вот такие критерии добыть. Конечно же, Ростом переживает не лучшие времена. Его производственные мощности не задействованы даже на 1/3. Но самое главное, у нас в республике есть и функционирует мясокомбинат со современным технологическим оборудованием. Теперь необходимо взяться за создание своей прочной и современной кормовой базы, расширять постепенно рынок сбыта местной продукции. Дорогие телезрители, вот вы сами почувствовали, что система приема скота на убой чрезмерно упрощена. Абсолютно никаких таких преград. Так что вот видите перед вами настоящий убойный цех, чистый, с передовой технологией. И можете пользоваться им смело и спокойно. Государственной продовольственной программе безопасности надо уделить чрезвычайное внимание. Чрезмерное внимание. Настал такой период, что время меняется стремительно. Время меняется стремительно. И раньше, если мы у ближайших соседей брали любую продукцию свободно, то теперь уже надо быть осмотрительными. Вот это мясокомбинат, это единица этой перерабатывающей отрасли. Уже она реально существует, реально работает и обслуживает население. Могу сказать, что одной из самых важных частей государственности вообще это считается своя продовольственная система безопасности. От этого никуда не деться. И все, что сейчас в последнее время делается в республике, к этому идут шаги. То бишь, даже постройка вот этого завода – это один шаг к этому. Он пока может быть не очень большой, маленький, но я думаю, что республика развивается и очень много еще будет что-то у нас открываться. Но и вижу, есть уже у людей интерес тоже. К нам приходят на самом деле. К нам приходят, буквально вчера у меня был фермер, молодой парень, абсолютно 25 лет. И он мне рассказывал свои планы, как он собирается молочность развести для произведения молока. И он молочную продукцию. А мясную, если бы я знал, что вот вы появились, я бы мясной тоже буду. И вот вчера с удовольствием, я с ним поговорил, молодой парень, он сам тоже сказал, что с удовольствием займется и будет развивать еще в себе. Знает, что у него надежда есть и знает, куда сдать этот скот. Мы дадим надежду на то, что они могут развиться и могут на самом деле, и хороший продукт. Мы будем есть здоровый продукт. Это для нашего поколения, для молодых людей это очень важно. У местных фермеров-животноводов и индивидуальных хозяйств личного подворья появилась реальная возможность укрупнять свои хозяйства. Наступит время, и мясомолочная продукция Южной Осетии станет, как прежде, востребованной и узнаваемой не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.